Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Так, пока мы с Владиславом перебуриваем лунки, которые за ночь подзамерзли, чтобы подвинуть палатку на них, установил жерлицу, и она уже поймала кого-то. Ой, живец у меня все тот же, вчерашний. Дадим время ей заглотить. Вот она его еще не поглотила. Ага, есть, досел. Сидит щука. Только что вот остановил, перебурил на новое место, чуть подальше, метров 10 от старой лунки. Сразу поклевка. Свежая абсолютно вот. Вот всю леску отмотала. Еще одна щука. Жерлица ильгамовская. Спасибо, Ильгам. Очень уловистый жерлицы ты мне прислал. Ага, голова. Главное, чтобы голова пролезла. Живца отдай. Главное, живца, чтобы не повредил. Хороший живец, дохлец. Уже какую третью щуку ловит. Вот красавчик, а. Какой красавчик. Так что вот так вот. 3 огромные щуки на одного дохлеца. В принципе, живцы-то и не нужны. Так сказать. Ну я делаю вот так вот. У меня стоит двойничок во рту. Вот через жабры пропущено. Тут, правда, уже вряд ли что через жабры. Тут все изодрано. Вот. И тут тройник основной висит. Вот. Давайте будем дальше посмотреть, как будет клевать. И вот, посмотрите, у меня вот такой вот поводок. Он около порядка 1,20 м, ну, по глубине нашего льда. Это чтобы, если щука придет большая, то взять за поводок, за трос и просто ее вытащить на храп. Не стоит бояться, что у тебя там леска вместе, где поводок оторвется или еще чего-нибудь. Этого уже здесь не нужно бояться. Потом дальше установка жерлицы самой. Вот ставлю такую фанерку. Вот это у меня, не знаю насколько. Да ДВПшка пойдет, в принципе. Потом вот беру вот этот. Это у меня черпачок. Вот. Вокруг него вот несколько раз вот так оборачиваю леску. Это делается для чего? Сейчас я покажу вам. Для чего это делается. Вот несколько раз обернули леску и положили, чтобы конец был вот в центре. В центре вот. Теперь закапываем. Вот так закапываем. И потом, когда маленько прикопали, вот палку просто приподнимаем, вот эту ручку, и все, дальше закапываем.
Вот сейчас делаю площадку такую. Сейчас вот сюда буду ставить. Потом вот смотрите. Просто хоп, вытаскиваешь ее. И теперь у тебя леска уже более свободна. А потом, значит, ставим жерлицо на эту образовавшуюся полость. Сейчас покажу. На сугробчик на этот ставим вот. И примерно поднимаем на высоту нашего поводка. Несколько оборотов делаем. Достаточно. Все. Установка жерлицы завершена на этом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Ну вот, позавтракали, теперь можно и рыбу половить. На заказ. Сегодня ловим на заказ. Какую рыбу закажете, такую и поймаем, да? Кому что заказывайте. Срочно маленького нужно поймать. Владислава сейчас там крупного довольно окуня сорвала, потому что у него система не такая, как у меня. У него чуть по-другому. Просто один тройник цеплялся за хребет. Но если было бы пропущено через рот и через хребет, то шансов, конечно, поймать было бы больше. Поэтому он сейчас переделывает жерлицу. Так что учтите это. В общем, у меня такое впечатление, что тут кругом одни гигантские щуки стоят и не подпускают мелочи. Поэтому нету мелочевки. Владислав там кого-то поймал. На щуку, походу. Больно долго вытаскивает. Давай. Главное, чтобы голова пролезла. Чучка я вытащил. Небольшого. Ну, красавчик, что сказать. Надо его примеру следовать. Тоже ставить блесенку с твистером и сидеть трынкать. Есть. Отлично, хорошая идея. О, вот это да! Вот это круто! Ты попал на ТВ. Настало взял. Чамугор! Чамугор! Владик говорит. Ух. Так, взял вот на эту черненькую мормышечку. На этот. На кусочек сала схватил.
Отлично. Сало у нас есть. Сейчас будем ловить чамугуров. Чамугур это тик жиян по-нашему. По-вашему, то бишь. Ой, как я рад вообще. Так. Короче, флажок с жерлицы улетел вообще. Вот он отлетел. Что-то, смотрю, что-то не видно вообще жерлицы этого флажка. Щука. Оу, ёпки, изо рта вытащил, кажись. У щуки изо рта вытащил. А, нет, смотрите, есть. Сидит, сидит, сидит. Сидит, родимый. Yes. Хорошо заснял, а? Сейчас мы его выкопаем. О, ничего себе. Это что он? Или он где-то зацепился, или он такой кабан, я что-то понять не могу. Походу он зацепился там в дерево или об корни. А, черт, а. Обрыв. По-другому нельзя было. Короче, другое место надо ставить уже. Вот. Был зацеп, и он крючок лопнул. Окунь вот уже весь разодранный. Даже не знаю. Посмотрим вообще. Итак, в этот чудесный день я сегодня вышел порыбачить снаружи. Вот поставил жерлицу рядом, чтобы ее наблюдать. Вот буду здесь сейчас сидеть и рыбачить. Давайте камеру поставим, наверное, как-нибудь вот так. Пускай так вот стоит. Пора уже сапоги одевать. Сейчас опустим, проверим. Огромных щук сначала. Надеюсь, зацепов нету. Весь берег в коряжнике. Так. Ну, первым делом вы знаете. Сейчас сразу проверим на ловкую самую. Одну, так скажем, из ловчих. Светлану Борисовну.
активный, а. Даже не успела упасть весна. Один есть. Есть. Ура! Есть! Победа! Ну все, дружок, ты попал, короче. Круто ты попал на тебе. Наконец-то. После 2 дней рыбалки непрерывной, наконец-то я поймал его. Вот она, рыба моей мечты. Сейчас будем устанавливать жерлицу. Все. Отправляю на заслуженный отдых. Владик! Алгар надо, да? Ага. Спросил у Владика, может ему надо будет. Отправляю его на пенсию. Вот в таком состоянии. Бедный, изодранный весь. Рот уже весь порванный. Но принес мне 3 щук. Ну, 4-я ушла, правда. Ну вот длина вот. Сколько тут? Больше, ну, 17 сантиметров где-то. Вот нож рядом. Большой якут. Вот, посмотрите. Длина большого якута у нас. У меня в группе ВКонтакте. Посмотрите, вот сколько длина его и сколько живец был. Все, сейчас ждем новой поклевки на новую жерлицу. Должен быть ловистый новый живец. Еще и живой, к тому же, добавок. Батарея на устройстве очень быстро садится, поэтому не успеваю прям. Вроде полная заряженная батарея, ставлю, ухожу через минут 30 уже садится. Так, дорогие друзья, пришло время подвести итоги после нашей рыбалки. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что помогали на камеру. Сейчас посмотрим, давайте уловы и подведем итоги. Вот сейчас вот покажу вам улов Владислава Дмитриевича. Сколько у него тут? Раз, два,
3, 4, 5 щук, 6 щук. Вот вижу хвост еще один. И там 2 окуня, наверное, да? 2 окуня. 6 щук, ага, и 2 окуня. И один стежок у него был, который он засолил. Так, против наших два стежка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 щук и 3 окуня. Вот такой неплохой улов за 2 дня, 2,5 дня, так скажем. Ну, за 2 суток, если быть точнее. Вот давайте поставим коробок здесь спичечный, чтобы вы представили примерно габариты всего этого. Дома с линеечкой могли посидеть и посчитать. Теперь коробок перенесем и поставим вот сюда. Вот так вот. Посмотрите, сколько коробков вмещает эта рыба. Можете поставить на паузу и посчитать. Ну вот так вот. Такая вот рыбалка, друзья. Ставим ваши лайки, делимся с друзьями, подписываемся. До новых встреч на канале. Вы на канале Клевая Рыбалка. И еще. А я сейчас продолжу рыбачить, потому что устройство уже на батарее. Батарея на устройстве садится, память уже все закончилась. Что поймаю, что будет, покажу. Что нет, так нет. Всем пока. На всякий случай. Так, Владислав Дмитриевич тут, конечно же, наловил целую кучу. 2 щуки и 2 окуня. Еще плюс одного стежка сделал. Вот. Голова только осталась и кишечник. Ну чё, как прошла рыбалка-то? Вот так говорит.